В дом Николая Кобиашвили частенько заходят гости. Вот и на этот раз ветерана навестили представители районной префектуры. Справиться о здоровье и узнать, есть ли жалобы у героя войны. Жалоб нет, есть крыша над головой и здоровья достаточно, говорит Николай Александрович. Правда, слышит ветеран плохо, последствия тяжелой юности. На фронт он отправился прямиком со школьной скамьи. В школе я окончил права водительские. И на фронте за рулем проехал всю войну. На всех марках машин. От Сталинграда до Вены долгий путь длиной в годы. Боролись не ради признания и орденов, а за свободу народа. Этот маленький документ с большой историей занимает в фронтовом альбоме Николая Кобиашвили особое место. Простыми чернилами надпись «За оборону Сталинграда». Героев, тех, кто отстоял в 40-е оккупированный город, все меньше. Но, как и прежде, цела память об ужасах войны. 17-й воздушной армии подвозили боеприпасы к самолетам. Румынию, Болгарию, Венгрию. Так что вся молодость прошла на войне. Победу встретил в Австрии. Еще год служил в Румынии. Следили за установлением послевоенного порядка. После возвращения в Чечню сразу устроился в газету «Грозненский рабочий». Сначала шофером, затем фотокорреспондентом. Теперь уже на пенсии, но по-прежнему не любит сидеть дома. Член Совета ветеранов. Каждую среду хожу в совет, совещаемся, куда, чего, зачем, кто приглашает, какие новости. В Москве у Николая Кобиашвили живут 2 взрослых сына и внуки. Они часто просят переехать к ним, но покидать родную Чечню дедушка не хочет. Наведывается в гости и на Красной площади отмечает День Победы. На вопрос, где хочет встретить 70-летие окончания Великой Отечественной войны, отвечает без раздумья. Здесь, в Грозном, это моя родина. Елизавета Чепханова, Адам Чекуев, Абубакар Абазов. Новости.